Жители села Йорта Мудрского района строят часовню на берегу реки Вашка. 5 веков назад здесь была основана деревня Крестово. Семья Матвеевых, предки которых когда-то жили в этой деревне, теперь решили увековечить историческую память. Помогают им в этом богоугодном деле односельчане и другие неравнодушные люди. Елена Кононова продолжит. На берегу Вашки, недалеко от села Йортом, уже третью неделю идет, можно сказать, великая стройка. Две семьи, Матвеевы и Остаповы, устанавливают здесь часовню. Это место для святыни выбрано не случайно. Когда-то здесь стояла деревня Крестово, где жили их прадеды. Но авторы публикаций конца XIX – начала XX веков в Вологодских епархиальных ведомостях относят ее к XVI веку. Позднее здесь была построена часовня в качестве защитного сооружения для креста. В 1608 году в Вендинской волости имелось место церковное Живоначальной Троицы, которому были приписаны лесные и речные угодья. Тогда на левом берегу реки был монастырь, но монахам пришлось покинуть это место из-за разногласий с жителями деревни Шиляева. Впрочем, ушли не все. Некоторые обжились на правом берегу Вашки. Один из них – Матвеев, предок наших строителей. Они-то и основали деревню Крестово. Но спустя несколько столетий, в середине 20 века, населенный пункт опустел. Жители переехали в соседние села. Берег размыло рекой, а вместе с ним, вероятно, под воду ушли и часовня, и старый крест. И там стоял большой деревянный крест высотой около 2,5 метров. Но не сохранилась эта реликвия. Позже нашли перекладину, и, скорее всего, это именно с этого креста. И сделали новый крест. И наша миссия уже поставить ее на место в деревню Крестово и защитное сооружение построить, часовню. Для начала активисты решили обозначить то место, где когда-то стояли дома Крестова. Выложили из огромных камней вот такой крест. Материал добывали сами недалеко в лесу. Сделали большой такой крест из камней. Обозначили место. Сейчас поставили стрелочки, чтобы могли люди найти, кто бы хотел посетить это место. Получили благословение архиепископа Петерима на строительство часовни и взялись за дело. Сегодня работа уже почти готова. Осталось за малым приобрести иконы. Одна уже есть – образ святой Параскевы, именем которой называлась Старая часовня. Сегодня это место уже стало точкой притяжения для людей. Сюда едут не только полюбоваться местными красотами и вековой лиственницей. Они искренне верят. Это место намоленное их предками и обладает особенной силой. Елена Кононова, Елена Остапова, телеканал Юрган, Одерский район.